Savinagește oajită mână bandă dar oajit hăi prevartam cașegăi dar Savinagește oajită bile dă năudi falvătăr sauns mă vățăgă în găgănă nișor. E Irona urășagau, e ta urășagau Зурзанан самой Алчидером Бара. Добрый вечер для гостей. Наверное, мы из-за гостей будем или двуязычно, или по-русски вести наш вечер. Очень приятно видеть полный зал. Очень уютная атмосфера. Мы всегда любим выступать именно в такой камерной обстановке. Сразу хочется, наверное, чтобы наши гости сегодняшние ни о чем не думали, только лишь о музыке. У нас на самом деле есть султата, у нас довольно хороший султата, есть на самом деле посыл. Наш является, сложно как-то в одном предложении уместить весь наш посыл. В целом, программу сегодняшнюю мы построили так, чтобы меньше говорить, больше поиграть. Опять же, с тем условием, что эта музыка все-таки на любителя. Как бы мы уже довольно долгий период эту музыку любим, слушаем, поэтому можем играть и 4 часа, наверное, и 5 часов, и как бы она нам не надоедает. Сегодня мы постараемся сделать лаконично, меньше слов, больше музыки. И все-таки мы на самом деле ни о чем не договаривались с ребятами, там, чему посвятить концерт. Но я бы хотел рассказать такую историю из моего детства. Был я в первом Б-классе, и в первом А-классе рядом была учительница Ирина Константиновна. Вот я не помню имя своей учительницы в первом классе, помню имя Ирины Константиновны Гуацаевой. Казбек Гуацаев. Да, я только сейчас поставил. И она что делала? Во время перемены, возможно, за пару минут до перемены, мы слышим, гармошка играет, и нас учительница раз выстроила, вот так построила, мальчик, девочка, и сейчас, говорит, по моей команде я открываю двери, вы выйдете, и показала, что делать, вы будете, вот так будете делать, и выйдете танцевать. И вот мы выходили танцевать, это было периодически, я не скажу, конечно, не каждый день, но с тех пор, и выходил потом еще, А-класс уже танцует, она играет на гармошке, это был Щин, она всегда играла Щин. Выходил Б-класс, и потом выходил В-класс, как будто мы договаривались, вот так, А, Б, В. В общем, может быть, учителя договаривались. Вот. И сегодня будет довольно много щиндов, мы их просто постарались, чтобы программа не получилась слишком длинной. И если кого-то щинд зацепит так же, как меня вот в детстве, нам будет очень приятно. Хочется, наверное, сделать таким лейтмотивом нашего сегодняшнего выступления щин. Послушайте, как, конечно, будет не только щин. Но это очень крутая музыка, на самом деле. Можно ходить в газеты, можно симпозиумы созывать о том, что мы теряем что-то. Надо танцевать, надо на свадьбах танцевать, на свадьбах танцевать. Мы просто играем, нам нравится эта музыка, и я надеюсь, что сегодняшний концерт понравится вам тоже. Еще раз спасибо, что пришли, приятного прослушивания.
I'm
Сейчас мы хотим спеть несколько песен. Первая песня будет, ну, те, кто часто бывает на наших репетициях, знают, что я по-любому буду петь Хашбиджа. Да, пел ее, вот я услышал аудиозапись, повернитесь вправо, Бибо Батаев, блестящий, как оказалось, народный музыкант, народный исполнитель. Эту песню, то есть эту аудиозапись, по которой я учил эту песню, ее как бы свету показала Зоя Газаева. Она тайком Шушагайдам и Фыштон, Фынджибендам, Авартон, диктофон, мадам Адоса Алмажанышта, Фынджуакуш, вот мадам Сухой, вот мадам Фыштон Асыжар. В общем, песня о событиях 1830-х годов, когда царь отправил в Осетию карательные экспедиции, и конкретно одна из этих экспедиций была направлена в Кубанское ущелье. В песне, вообще песня, которую пел Бибо, она состоит из двух песен, на самом деле. Он объединил две песни в одну. В общем, сюжет песни, по сюжету песни Хашби, это Алыката Хашби, Алдар, который жил здесь в Агауре, в Кубанском ущелье, в селении Обан. И, значит, когда войска казаков уже были на подступах к Кубанскому ущелью, ему, значит, как бы то ли сам, то ли доложили. На самом деле, как показывает наша личная практика, фольклор даже за 30 лет обрастает как бы не существовавшими тогда деталями, то есть как бы принято героизировать. Буквально вот мы пытались в народном стиле, что ли, как-то был у нас такой опыт, хотели сделать песню о Грише Бессонокоеве, и там тоже получилось, что увиделись как бы с очевидцами, и оказалось, что там кучи деталей на самом деле не было тогда. То есть, ну ладно, не будем отходить от темы. Песня начинается с того, что Хашби, как правоверный мусульманин, делал утренний намаз и чуть клюнул, как у нас говорят, уснул, и видит сон. Две голубки на чердаке башни вырывают друг другу перья. Лошадь вырвалась из... Ты же конник. Зеланка Уршага. Видовый. Уршага. Из узды. Да, вот. И, значит, да, и, значит, буйвол кинулся в огонь. И вот он просыпается и матери своей рассказывает свой сон. На что мать ему отвечает: вот эти две голубки — это две твои сестры, которые это две твои сестры, которые будут рвать на себе волосы, как бы. Я думаю, есть в зале люди, которые знают, что это был обычай истязать себя, рвать на себе волосы в те времена, когда случался шуза, ну, опять говоришь, шуза, ну, горе такое прям. Никогда просто, наверное, умирал столетний старик. Да.
Кстати, правильно, молодец. Я хотел, еще пока мы играли, хотел сказать, надо построиться. Вот. Слишком много уже говорю, в общем, песня про то, как Хашби сначала встретил врага в одиночку. Он выбрал себе место, так как он был местный житель, он прекрасно знал местность. Поднялся, выбрал хороший такой выступ, откуда можно было стрелять. И первый день он остановил разговор. Позже к нему уже на второй, на третий день подоспели его друзья. Кто-то с 7 сыновьями, кто-то с 5 сыновьями. Ну, опять же, архивные данные от фольклора чуть отличаются на самом деле. Но это прекрасная песня о том, как этот человек выступил, даже не побоявшись того, что он один, то есть он не отправил своих слуг. Ему было что терять, он пошел. Вот. Ну, думаю, начнем. У нас протекает. Ой, из отца, дышом дым так равно.
История нашей маленькой Осетии знает, к сожалению, очень много трагичных и частью хороших событий. Одно из таких событий относится к 20-м годам 20 века, когда гражданская война захлестнула не только нашу Осетию, но и всю царскую Россию, а в будущем советскую Россию. И тогда здесь, в Осетии, зарождались партии, которые на тот момент уже смело можно было сказать радикально оппозиционными. Одна из таких партий была партия керменистов. Появилась она в 920 году, или в 918 году, прошу прощения, в селении Христиановское, ныне это город Дигара. И вот следующая киреевская песня как раз таки посвящена тем самым событиям, которые происходили в 20-х годах 20 века, и непосредственно тем событиям, той деятельностью, которая запомнилась именно партией керменистов. Кермен – это дегорская транскрипция имени Чермен для, скажем так, наших гостей. От стара
очень прекрасна тем, что она просто олицетворяет те прекрасные краски, которые в хорошем, в добром, в умном смысле нас различают друг от друга, как бы от села к селу, от ущелья к ущелью. Ну, мы не являемся людьми, которые придерживаются мнения, что да, Фамова Аюг, он всеми должен быть вот так, как решит какой-то или Шаужин, или Молбу, или Штернахаш, или кто-то, как бы, ну, красота наша в многообразии от ущелья к ущелью, есть такие, как бы, прекрасные детали, которых нет в соседнем ущелье, как бы. И вот, кстати, мы можем ошибаться сейчас, вы можете нас поправить. В Туальских ущельях сегодня, как бы, не знаю, но еще 50 лет назад примерно был жив обычай, когда что же говоришь, когда они, в общем, когда ты начитанный человек, когда невесту отправляли в дом жениха уже, когда вот, я вот, не могу сейчас сказать. Ну да, типа свадьба, но именно отправление, это было в доме невесты, когда отправляли невесту. Старшие собирались, возможно, в круг, возможно, за столом, и запевали прекрасную песню, которая называлась «Рухша Аджара». Удивительно. Это еще да. Селение Куста был, ну, там сидят, что-то день рождения был, кто за Христова сидел. Ну, мы сидели, он такой мужик был интересный, очень. Он это тоже рассказывал, то, что они за столом, когда сидели, что на Христов, когда жарили, что На самом деле, какое-то время, когда мы только услышали об этом, конкретно я думал, что у нас есть песни, которые актуальны на похоронах, в общем, нет, это свадебная песня. Но так как исполняли ее, вспоминая своего первого предка, потом уже доходили до основателя фамилии и так далее. То есть это был процесс очень долгий, с распитием араки, в общем, да. Мы без спиртного, сейчас мы решим, в какую сторону. Будем вспоминать, просто пару кругов сделаем, вспомним как бы, из предков кого-то уже по своей линии и покажем вам эту прекрасную песню. Ой, Рухша! Ой, Рухша! Энош Рухша Гербава! Ой, Рухша Гербава! Ой, Рухша! Ой, Рухша! Олаз Рухша Гербава! Ой, Рухша Гербава! Ой, Рухша! Ой, Рухша! Эрса Рухша Гербава! Ой, Рухша Гербава! Ой, Рухша! Ой, Рухша! Кашин Рухша Гербава! Ой, Рухша Гербава! Ой, Рухша! Ой, Рухша! Корта Рухша Гербава! Ой, Рухша Гербава! Ой, Рухша! Ой, Рухша! Олар Рухша Гербава! Ой, Рухша
построимся и об этом помним, расскажем про наши инструменты. Ты у нас будешь носильщик. Перед вами экземпляр. В смысле, Не можешь дать каждому поиграть. Вот. Дуада Штанов Фандер в атласе музыкальных инструментов народов СССР инструмент называется, то есть его название на русском языке, кто скажет? Дуада Станов. Его название официальное, то есть никак, ни 12-струнный, ни фандер, ни арфа, ни 12-струнная балалайка, никак. Дуада Станов, имя собственное, мастер Зал Демеев. В принципе, да, это нет, это не он. Собственно, такой же инструмент Дуада Штанов, просто сделан чуть ранее. Кстати, если смотреть на фотографии исказителей, инструмент они держат в другую сторону, нежели как сейчас привыкли играть мы, так как мы сначала научились играть, а потом стали читать книжки больше. На самом деле инструмент именно вот в эту сторону, то есть казалось бы неудобно для левой руки, левая ведущая должна быть и так далее. Инструмент когда-то очень-очень давно, как бы музыковеды сходятся во мнении, что прототипом Дуада Штанона является лук. И просто звук тетивы побудил, не знаю, скифов сделать, натянуть вторую, потом третью, так появились первые четырехструнные арфы, и вот до наших дней инструмент эволюционировал до названия Дуада Штанов Фандер. То есть мы как бы являемся такими заложниками этого слова, так как если развивать инструмент со временем, он уже перестанет называться Дуада Штанов. Вот, и это будет как бы либо печально, да, либо мы как бы будем иметь уже еще один новый инструмент. Вот. Дала Фандер, пожалуйста, да, это струнно-щипковый инструмент. На русском языке название такое же, Дала Фандер. Единственная разница, по-русски пишется без «э» и через черточку. По-астински просто Дала Фандер. Когда-то инструмент не имел ладов и имел две струны, настроенные в кварту, возможно в квинту еще настраивали. Позже появились лады, но их было 5 штук. И на таком инструменте пятиладовом можно было сыграть что-то дома, у камина, очень простейшее. Ну, простейшее, опять же, не поймите неправильно, я абсолютно не имею в виду, что что-то прям примитивное, как бы более простой, без полутонов, там, Бетховена на нем не сыграешь, там, Майкла Джексона не сыграешь. Вот. На этом можно сыграть все при желании, при трудолюбии и так далее. Так, дальше у нас, да, ну это уже ладно, ставим, сейчас бегаю туда-сюда. Ищем Фандер. Ну, как бы это, вы понимаете, да, это уже прям такой современный, наша сегодняшняя одежда. Отверстия сбоку впервые, до этого всегда были тоненькие, прям очень маленькие отверстия посередине. Верхняя дека раньше изготавливалась до дерева из кожи, либо из мочевого пузыря, струны делали из конского волоса, из жил, из кишков. Вот. И благодаря тому, что ткани животного происхождения, инструмент прекрасно служил как называется? Гидромицем.
Да. В общем, есть прекрасная картина Махарбека Туганова, когда сказитель идет впереди ищущих пропавших половинок. Вот. Была такая практика, но опять же, это верхняя дега должна была быть изготовлена из кожи, струны из волоса или из чего-то животного происхождения. Также они могли, как бы, наши прекрасные исполнители, предки, угадывать, ну, как бы угадывать. Утверждать, что через 4 часа пойдет дождь, и он реально шел. Есть такие случаи. Верхняя дега, на самом деле, никакого волшебства. Верхняя дега проседала от влажности, струны проседали. Хороший исполнитель это замечал, подтягивал струны, опять проседает, и тогда он понимал, что скоро будет. Теперь мы, кстати, мы хотели настраиваться, пока я рассказывал, что давайте. Если у вас есть вопросы, пока мы настраиваемся, пожалуйста. Ладно, хотя бы по желанию. А где Лалун Ватанс? Будет попозже. Он здесь. Сюрприз. Слышно было, что? Да. Извините. Я еще думаю, как бы время потянуть. Латенс. Простейшая трубка с 4 отверстиями. Раньше было 2 вот так. Без свистка ты настраиваешь. Вот. Способ звукоизвлечения губной. Для примера, как бы на Северном Кавказе у всех соседей зубное звукоизвлечение. Продемонстрировать, к сожалению, не могу еще, пока не научился. Вот. Инструмент чисто пастуший был когда-то, изготавливался из зонтичных растений или из растений с мягкой сердцевиной. В конце августа отрезался стебелек, высушивался, сердцевина чем-нибудь избавлялись от как бы лишнего в сердцевине, прожигались отверстия, и вот как бы пастух играл. Даже, вы знаете, мы когда познакомились с последним, ну как бы для нас последним, первым и последним на самом деле исполнителем, Ламбегом Цуркоти в селении Затолецк, он нам сыграл 3 наигрыша, из них один был пастуший. Это был наигрыш, который заставляет пастись скот, по его словам. Но как бы не только пастуший инструмент, участники русско-турецкой войны, например, есть сведения, что осетины. Причем как бы и с той, и с другой стороны осетины, которые воевали, они играли на своих ружьях. Делали привал, играли на ружьях. Это было, понятное дело, чуть такое примитивное музицирование без отверстий, но под хлопки и за неимением лучшего. Да. Видео мы сегодня приспособили, это наше ноу-хау. На каждом участке, здесь видите, ребрышки и звук меняется. То есть такая мини-барабанная установка. В
Видео — это прикладной инструмент, который использовался в быту, в охоте, когда враг наступал, когда сами шли куда-то. Вот. К сожалению, мы его сейчас не будем демонстрировать, прямое назначение видео, так как не хотим развязывать. Арзгана дайра, либо же дала. Вот опять же, вот этот инструмент имеет два названия. Дала фандер, также дайра фандер уместно. Дайра или дала тоже уместно. И танзал фандер современный, уже развившийся инструмент, благодаря Булату Григорьевичу Газданову. Инструмент также поздно попал на Кавказ. Если кто видел как бы первые такие гармошки, маленькая такая гармошка, слева 3 педальки, которая в одну сторону дает один звук, в другую сторону дает другой звук. И без хроматизмов, без черных клавиш, как бы такая примитивная гармошка. Так, вроде бы все. Остальное потом, если что. Ну, мы продолжим играть. У нас опять такая связка из любимых наигрышей.
время концерта очень многое забывается, и пока мы об этом помним, хотелось бы поблагодарить тех, кто нам помогал в первую очередь. Спасибо Лилии и Вале за помещение. Спасибо залу Данзо за свет. Дима Димитров за всем остальным, за репост, за я опять же кого мы забываем сразу говорить, да. Ну, на самом деле много кто помогал. Спасибо большое. Все, я успокоился. Следующая песня. Лично мне эта песня, как бы, ребятам-то нравится, а мне она близка именно по ущелью, да, из которого как бы вышли мои предки. Тбао-Хох и вокруг Тбао-Хоха все, что есть аулы, все были как бы поклонниками громовержца, как бы я опять же, пытаюсь максимально лаконично, чтобы не занесло туда, не занесло не туда, и чтобы не было лишних вопросов. Вот. Это очень серьезный культ, очень любимое божество среди торговцев. Во время празднования, это примерно бывает на летнее солнцестояние, со своей свитой Культом. да, жрец можно назвать, можно еще как-то назвать. В общем, поднимается со своей свитой, обязательно перед этим он держит пост, он бывает, все они бывают босиком, они поднимаются наверх со свежесваренным стинским пивом. Там, ну, как бы я никогда не был, не могу в деталях рассказать, какой обряд проводится, но наверху, на вершине горы Тбао-Хох, 4 камня, сверху накрыты каменной плитой, вот это отодвигается, и там оставленное в прошлом году на этот же праздник в прошлом году пиво изымается, ставится свежее и как бы закрывается. И вот это пиво сносится вниз, и его должны по чуть-чуть, по чайной, по столовой ложечке, по рюмочке распределить по остальным чашам. Ну, давайте петь. Когда будет рассказывать, да. Oh
Ажур вирава хастан,